сколько бы времени ни прошло, говорят, время лечит. Но вот эту большую трагедию 8 августа 2008 года, я так думаю, никакое время не излечит в сердцах астинского народа. Для нас это огромная, великая трагедия. Сегодня, наверное, уместно будет сказать, что и благодаря великой России, благодаря нашим совместным усилиям мы победили в августе 2008 года. Мы думали, что это конец однополярному миру. Мы думали, что это конец тому международному беспределу, который чинят Соединенные Штаты, страны НАТО. Но, к большому сожалению, то, что мы видим сегодня в Донецке, в Луганске, на земле братской Украины, конечно же, точно так же отражается на нас. Я хочу сказать, что, смотря на кадры, которые сегодня демонстрируют все каналы, для нас это как бы по-живому, по сердцу. К большому сожалению, те сценаристы, которые разработали сценарий управляемого хаоса, которые экспортировали в Грузию, они вместе с этим сценарием управляемого хаоса еще экспортировали туда так называемую военную операцию «Чистое поле». И, к большому сожалению, вот эту военную операцию «Чистое поле» украинское руководство сегодня проводит по отношению к своим гражданам. Это большая трагедия. И события августа 2008 года, те события, которые сегодня разворачиваются на земле братской Украины, тот беспредел, который сегодня чинят Соединенные Штаты по отношению к великой державе Российской Федерации, нам нужно еще больше объединиться вокруг России и бороться за наш общий русский мир. Каждый человек, независимо от национальности, должен сегодня прекрасно отдавать себе отчет, к чему мы идем, с кем мы имеем дело и как остановить вот этот мировой беспредел, который творят Соединенные Штаты, страны НАТО, и, к большому сожалению, к ним примкнули еще и страны Европейского Союза. Я сегодня рад, что многие ребята, которые с оружием в руках мужественно и героически защищали свою родину, сегодня они живут другой жизнью, мирной жизнью. Уже 6 лет, как наши дети не просыпаются от разрывов снаряд. Мы видим в их глазах только слезы радости. И, конечно, я рад за то, что та молодежь и то поколение, которых я всегда называл «дети войны», сегодня действительно переодели свои камуфляжи, нормальную такую одежду, в костюм. Очень интеллигентно и красиво выглядят. Я просто хочу пожелать всем здоровья, долгих лет жизни, всего самого-самого хорошего в этой жизни. Они этого достойны.